Ассаламу алейкум, друзья! Сюрреди Кёлма серии Маршадо Гелшу. Всем доброго времени суток. Давно хотела сделать этот ролик, давно хотела ответить на вопросы. Много вопросов поступает на самом деле. Не всегда есть свободное время, чтобы вот так вот, знаете, наверное, может каждый подумать, что это так просто. Нет, это нужно собраться с мыслями, подумать, о чем говорить, что говорить. На самом деле это, не так просто. Когда ты знаешь, что ты сейчас выпустишь этот ролик, и на тебя будут смотреть тысячи людей, а то и сотни. Это очень сложно. Вот. Ну, я как бы выбрала самые такие вопросы, да, которые более интересовали. Ну, по поводу заработка, да, скажем так, и а, заработок, который на Ютубе есть, что я зарабатываю, я не один раз рассказывала это у себя на канале, это есть у меня на канале, сколько мы зарабатываем на Ютубе. Вот, но я, знаете, все равно я считаю, что продвижение есть. Почему? Потому что у меня на Ютубе, я имею в виду, потому что я все равно меньше обращаю внимание на гадости. И там, где раньше, когда оскорбляют детей или кого-то, там, где я могла раньше завестись, и я бы и сейчас завелась, то сейчас, конечно, в последнее время с этим наладилось. Негатива вообще нету. Друзья и зрители канала — это из 100% 98% адекватные люди, очень хорошие подписчики. Я очень довольна, очень всем благодарна. То есть, может, кому-то я не нравлюсь, и я вполне с этим соглашусь, потому что, опять повторяю, есть у меня блогеры, которые мне не нравятся, и насильно мил не будешь, это понятно. Но хотя бы они, может, остаются при своем мнении, и то это дело большое, что не портит настроение, да, скажем так. Но вот было вот много негатива в ту сторону, что вот позорная работа санитаркой, типа мыть, хоть лиц хаздаться, хоть не очень-то хочется об этом говорить, типа горшки моем, то все такое вот. Оно того не стоит, типа, чтобы так, то ли унизиться, что ли, то ли как выразиться, я не знаю, как правильно это сказать. И сколько заработок, стоит ли это того, и сколько, какого заработок, да, именно там в больнице, то я хочу сказать, заработок неплохой, девочки, неплохой. Знаете, и зависит это от смен. Бывает такое, что месяц выпадает 7 смен, бывает такое, что месяц выпадает 8 смен. Как бы это всегда по-разному. Ну, в основном 8-7. Вот у нас 4 медсестры, 4 санитарки. И вот из 4 у одной какой-то будет 7 смен. Там, получается так. В общем, сегодня тоже я пришла со смены. На днях у нас зарплата. Что я хочу сказать по поводу зарплаты, девочки? Ну, зарплата, знаете, иногда бывает 18, иногда бывает 17. Ближе к Новому году почему-то она все время меньше, а потом уже после Нового года она становится нормально. Были места, где я получала 21 тысячу. Там, знаете, еще что важно? Если записаны дети, то мы больше получаем. Вот у меня записано 3 детей, то с меня не высчитывают там что-то, что-то. В общем, я считаю, если находиться 3 дня дома и сутки провести на работе, то это неплохие деньги, тем более для села, да, то есть и то у нас уже все в семье вот всё распределено. Если раньше там было, да, там, то я в декрете сидела, зарабатывал один муж, то, естественно, был один доход, там и детские, то, конечно, деньги уходили, заказ за свет заплатить нужно, коммунальные, все это, вода, мусор. Дети, студенты учатся, то есть нам вообще практически, не оставалось такого, чтобы там, чтобы можно было слаживать деньги. То сейчас это все строго в каком плане? Зарплата моя с больницы — это все, я получаю, эти деньги у нас идут на продукты. То есть все, мы едем в Аргун, я там закупаю сразу мешок большой картошки я беру, сетку лука я беру, не такую уж большую, но поменьше. Значит, килограмм 6-7 буряка, килограмм 6-7 морковки, естественно, капуста, такое там чай, специи, да, вот такое, скажем так. Вот этого всего я, девочка, все время, когда сажусь записывать,
что-то прерывается, и мне приходится останавливаться. То кто-то позовет, то еще какие-то дела. На чем я остановилась, сейчас бы вспомнить. На чем я остановилась? Ну, за зарплату, да, мы говорили. То есть сколько зарплата. Значит, я говорила уже, что... это я уже сказала, как мы распоряжаемся деньгами, да, в данный момент. Тоже дело идет к стройке, строиться надо. У детей выпускной у обоих в этом году. Свет очень слабый сегодня, прям моргает. То ярче становится, то темнее. Вот, то теперь вот получила я зарплату, да, в больнице, все. Я еду в Аргун на оптовый рынок, закупаюсь сразу, я беру мешок картошки, я беру лук, все это я рассказала. Да, супруг получает деньги, мы все время стараемся оплатить коммунальные услуги, свет, газ, все такое. Также тоже с рейса тоже деньги не всегда, ну, не все привозят чистыми. Почему? Потому что на 3-4 дня, бывает и на 5 дней уезжает, тоже нужно там и покушать, а по дороге, сами знаете, кафе, питание, все очень дорогое. Вот. И тоже отлаживаем. Вот чисто YouTube зарплата, мой доход, то, что я торгую вещами, и какая-то часть его заработка, это мы слаживаем. Слаживаем, как будто их нету, на стройку дома. Раньше, когда работал он один, кто бы что ни говорил, у нас не получалось. Конечно, мне хотелось давно отлаживать, давно собирать, но пока учились дети, и пока работал только один в семье, никак не получалось. Потому что и на дорогу надо детям, и одеть их надо, и там покушать что-то надо, они уезжают на целый день. В общем, на все это. На одного в среднем меньше 500 не уходило. То есть 100 рублей туда, 100 назад с Веденов Грозный. Потом там по месту маршрутка 50, а то 100. И что-то скушать там, да. Ту же шаурму, купить ту же бутылку воды какую-то. Ну, то есть вот так вот уходили деньги, не получалось. Хотя фундамент у нас стоит приличное время. Но, конечно, если бы сильно захотеть кушать одни супчики, конечно, можно было давно начать, конечно, но я же говорю, не получалось. То теперь все. Вот на днях тоже зарплата у меня в больнице я получу. И сразу поедем в Аргун, я закуплюсь. Сразу куплю и картошку, и лук, все такое. И, естественно, конечно, иногда хочется каких-то вкусностей, да. То ленту поехали купили, то, понятно, детям хочется, и да и самому хочется иногда. И фруктов хочется, и колбаски, и сыра. Всего, конечно же, хочется. Вот такие вот дела. Поэтому я опять возвращаюсь к тому разговору, что работать, профессия, если ты зарабатываешь деньги честным трудом, то она никакая не стыдная профессия. Те же полы мыть, тоже кому-то надо это делать. Вот я была на смене вчера, и вы знаете, вот момент, все равно какая бы спокойная смена ни была, сутки провести очень тяжело, очень, морально тяжело. И когда уже с суток приходишь, вот ты уже целый день, сегодня сказать, я сегодня целый день просто отдыхаю. Просто отдыхаю, потому что, ну, устаю сильно все равно. И вот это утром, вот эта напряга, когда нужно протереть полы в коридоре, нужно отнести мусор, нужно... В этот момент как раз утром медсестра ставит капельницы всем, и все, естественно, лежат под капельницами. И как раз в этот момент приносят завтрак, то есть кашу приносят. То, понятно, в основном дедушки и бабушки, они сами, ну, сами-то они ходят, но когда лежат под капельницей, естественно, надо принести. А расстояние по больнице приличное, потому что отделение огромное, и чтобы, например, принести со столовой кашу в первую палату, в третью, это бегать туда-сюда, это очень тяжело, в руках с тарелками, всем старайся разнести. Вы не представляете себе, когда заканчивается смена, это уже очень тяжело, но я этим заряжаюсь, клянусь Аллахом. Я уставшая, но я даже, знаете, то я бывает на что-то злюсь, там, ой, устала, где-то там нервничаю. Я даже получаю от этого, анализы нужно отнести еще, сопроводить некоторых, отвезти на анализы, готовые анализы отнести. В общем, беготни утром очень много.
я заражаюсь тем, что какое доброе дело я делаю, да? Ведь они лежат, и каждый так благодарит: ой, спасибо большое тебе, ой, спасибо, а то это остались бы мы без завтрака. То есть то, что меня, когда меня благодарят, я этим заряжаюсь. Я считаю, Везендейл, Мамел Бяхкин Оли, да, до того мне бывает приятно от того, что этим людям я вот так вот могу помочь, что мало того, что мне зарплата идет, я помогаю людям, еще мне это идет во благо, то есть мои хорошие дела это записывается. И помочь старикам, когда-то и мы будем старые, это вообще считается большое дело. А что касаемо то, что там, ой, как не стыдно, это позорно, там убирать горшки, мы их и не убираем. Во-первых, у нас нет лежачих, а если есть лежачие, то есть тяжелые дедушки и бабушки, они никогда не ложатся сами, их дети никогда этого не позволят, у чеченцев такого закона нет, то с ним постоянно ухаживающий, тот же сын, та же дочь, кто там может, то все эти процедуры выполняют они, мы к этому не прикасаемся. Моя обязанность просто протереть совершенно. Вы сейчас посмотрите ролик, я покажу вчерашнюю смену, что я там, кое-что делала. Наша обязанность просто протереть полы. Что касаемо вот этих именно процедур, да, никаких там горшков, ни всего этого. Протереть полы в таких помещениях одно наслаждение. В плане чего? Чистота везде. В такой больнице приятно работать. Везде все у нас сверкает. Везде. И на 3-м этаже, и на 2-м этаже. Сейчас на 3-м тоже ремонт идет, то на 2-м делали, теперь на 3-м идет ремонт. Все от руководства зависит. Все зависит от руководства. Если руководство хорошее, если непосредственно главврач заинтересован и выполняет свою работу, да, на 100%, то есть он хочет работать, то в больнице тогда все будет хорошо. Это ни в коем случае не подхалимство, ни в коем случае не под какие-то там подлизы и все прочее, потому что я не раз говорила, я работала в разных местах, и были разные руководители. Поэтому у меня в этом плане опыт большой. И я знаю, когда человек действительно ответственно работает, когда человек действительно выполняет свои обязанности и не обижает персонал, лишь бы каждый выполнял свою работу. А нежели бывает, как бы ты ни трудился, что бы ты ни делал, все равно найдут к чему прицепиться, все равно найдут повод, как вот издеваться над людьми, да, ну, а так вот. Поэтому я очень довольна, что я этой работой. На мне нет никакой ответственности, что самое главное. В комментариях писали, и по жизненному опыту я знаю, что много было случаев, где медсестры, отработав какой-то период, переходили на санитарок. Почему? Потому что это никакой ответственности нет. Сутки провел, ты трое, ты дома, можешь заниматься своими делами. Поэтому я очень довольна своей работой. Валлахи юк да ламула. И первый дусун грамм яхцагет, грамм мне не стыдно, валлахи ильцагет. И то, что я помогаю семье своей, помогаю супругу, одному тяжело. Он, бедный, с этого руля не вылазит просто. И помочь ему для меня тоже это большая радость. И он мне помогает своими посылками, и я помогаю, чтобы сложить эту копейку, чтобы все ради детей. Понятно, что мы все трудимся ради нашего будущего, ради наших детей, чтобы создать им условия. Это все понятно, но также я хочу сказать, что есть некоторые женщины, которые наплевательски относятся к этому, то я ни в коем случае не хочу себя хвалить. Я это делаю не чужим людям, я это делаю для своих детей. Никакого там хваления себя, хвастовства ни в коем случае подобного даже нет. Но я рада тому, что, знаете, был такой период, когда, тяжело было, очень тяжело, вообще денег не хватало, за газ, за свет заплатишь, буквально продукты купишь и все. И ты опять сидишь, ждешь, да. Были такие тяжелые времена, то сейчас есть возможность сложить копейку, опять-таки большой труд. У нас ни одного дня нет выходного, то мы занимаемся посылками, то мы едем за товар, то мы едем снимать. Даже эти красивые места, что я вам показываю, знаете, не всегда есть желание куда-то ехать. Просто ради канала. Старайся, чтобы людям, раз ты открыл канал, хочется что-то показать, какое-то разнообразие. Просто сейчас зима, особо никуда не поедешь. И, кстати, мне еще на обзор, одни люди написали, предлагают рекламу мне.
котелки афганские, настоящие афганские котелки. Чугунные, вот это вот прям, да, чтобы на природе готовить можно было. И на лето у меня вообще большие планы, иншаллах, там, и показать вам красивые места, которые я вам еще не показывала. И мне вот прям хочется на природе, чтобы готовить там войнохче, чорпан, шашлык, хума, вот чеченский борщ, суп приготовить, плов. И вот эти котелки прям кстати. Я согласилась с ними сотрудничать. Как? Они присылают мне это бесплатно. За счет рекламы я это показываю, да, то есть и я хочу просто пояснить, многие люди задают вопрос, что ну, скоро вам эта лафа закончится, YouTube закроет и все это. Ну, закроет. Риск делерду. На то, что, поверьте, хоть YouTube закроет, хоть я с работы, меня уволят с больницы. То, что мне положено, мой кусок хлеба у меня никто не отберет. До этого с голоду не умирали и дальше не умрем. Если даже и закроют, в любом случае останется моя торговля. В любом случае я смогу торговать. Уберут YouTube, откроют что-то другое. Понятно? Поэтому можно все равно будет найти всегда чем заняться, как продать товары и все это. Я за это не переживаю. Просто смотрите, у нас на самом деле у блогеров на рекламу уходят большие деньги. То есть я рекламировалась у популярных блогеров, у миллионных каналов. То есть мне подписчики тоже как бы с неба не падают, да. Мы платим рекламу, то есть мы платим рекламу, зарабатываем себе этим подписчиков, да. То когда нам приходит этот товар, да, он не бесплатный. Потому что нам этих подписчиков заработать, мы тоже большие деньги вкладываем. Мы тоже. Самая дешевая реклама 2000. А я рекламу покупаю и за 15 брала, и за 5 брала, и за 55 брала. То есть очень тяжело даже собрать вот этих подписчиков. Это очень тяжело. Это великий труд. Нужно постоянно работать. Собрать их мало, нужно их еще и сохранить. Поэтому я не считаю, что обзоры, которые нам приходят, это халявные. Вообще не считаю. Они хотят у нас прорекламироваться, чтобы у них покупали люди. Понятно? Мы тоже как бы рекламу не бесплатно берем. Поэтому не думайте, что это все халявное. Мы за это платим огромные деньги. Поэтому они предлагают, они же тоже они тоже не предложат, да, рекламировать канал, у которого там, например, 100 человек и нет просмотров. Они смотрят, как канал смотрит. Если им интересно, раз они посмотрели, ага, такой-то, такой-то канал, просмотры хорошие, подписчики есть, то есть их товар пойдет в оборот. То есть люди у меня увидят, и люди начнут заказывать. Только таким людям они предлагают. И там конкретная сумма. Например, когда я начинала, да, мне на Васильке предлагали там и на 6 тысяч, и на 5, когда на 4. То сейчас я до 12 тысяч могу заказывать, потому что они смотрят на просмотры, смотрят, насколько канал востребован, сколько людей смотрят, сколько людей примерно. Они уже все знают, сколько им заказывают после просмотров. Поэтому, вот так вот. Поэтому насчет зарплаты говорю, насчет своей профессии. Многие люди, новички, приходят, так кем вы работаете, киса? Вы постоянно говорите про работу, но я работаю санитаркой в больнице, в терапевтическом отделении. Получаю я и 18, я говорила, и 19. Было и 22 тысячи получила. Было такое, что 14 500 получала. Как бы колеблется бывает зарплата, но в любом случае в среднем 17 тысяч бывает. 17 500, 18. Это средняя моя зарплата. Я считаю, для села это очень отлично. А и что меньше душон. У меня бы сегодня еще много было каких вопросов, на которые я могла бы ответить. Но просто к этому видео прилагается еще кусок, то, что я вчера снимала на смене. Мне все время хочется показать нашу красивую больницу. Хочется даже похвастаться этим, потому что я, работая там, смотрю, хожу и думаю, как чисто, как хорошо. Везде в стены все беленькое, все чисто, аккуратно. Пойти на смену на такую работу просто приятно. Пыль протираем, да, пыль протираем, а такой грязи нету. Поэтому я очень люблю свою работу. Я довольна тем, что у меня 3 дня выходные есть. Конечно, мне тяжело в том плане, что помимо этого YouTube и торговля, и посылки, все это, конечно же, тяжело. Мне тяжело очень, но у меня помощники есть. Спасибо им, Лерия Схыл, за то, что мне моя семья помогает. Без них я бы не справилась, конечно же. То есть вот так вот, друзья. Пишите еще вопросы, задавайте, потому что вот этот вопрос самый такой был. Киса, где вы работаете? Если работаете, сколько вы получаете?
Поэтому получаю столько. На работу хожу с радостью. Ни грамм мне не стыдно. Отработала сутки, трое отдыхаю. Никакой ответственности, ничего нет. А насчет дома тоже спрашивают. Начнем, девочки, вот-вот начнем. Просто это договорились уже с рабочими. Просто сейчас они там в одном месте заканчивают. Мы именно нашли своих веденских, чтобы все равно со своими проще работать. Я как-то хотела Шали найти, но там, как они говорят, Адахчан, дедадалк сразу. Пока приедем, говорит, полдня пройдет, пока возьмешься за работу, тут обедишняя молитва, пока помолишься, пообедаешь, выходишь уже, зовут, дедадать. Вот, день короткий идут, день пока помолимся, выйдем, уже короткий день, говорят. Поэтому местных, конечно же, местные рабочие намного лучше. А так, планы большие, хочется уже поскорее, чтобы это все началось. Наконец-то моя мечта сбудется. Мне вот хочется именно все делать так, как я хочу. Расстановка комнат, там все вот это вот. В общем, вот такие вот дела. Девочки, буду заканчивать на этом, так как там еще кусок видео вы должны посмотреть. Мне очень приятно, что вы смотрите. Дерес Хелмасана, Далси Дойлша Визендейл. Спасибо большое, что смотрите меня. Я вас всех уважаю. Не обижайтесь. Астатан бильметтер индир долсун. Аллахис. Бегахум долшим целас. Просто обидно бывает, когда обижают без повода. И бывает так. Даже бывает, что-то скажу, а потом думаю, зачем я так сказала. Ну, кровь кипит иногда, поэтому вы уж меня простите. Бывают такие моменты, что где бы и надо сдержаться, но несет, бывает, вот кто-то заведет, кто-то что-то такое, вот целый день идут хорошие комментарии, все нормально, и раз кто-то как напишет такое, ну прям не для кисленной чеченской крови, скажем так. Эмоции взрывают, тяжело бывает это все перенести. Ну ладно, девочки, дорогие мои зрители, в общем, я знаю, что и мужчины, и женщины меня смотрят. Всем интересно, особенно которые за пределами уехали. Чеченцы смотрят много. Поэтому шундейл резхил, дал сидойл шувизиндела, дал дик аютел шумоссо. До свидания всем. Всем всего доброго. Люблю, ценю, уважаю вас всех. Не обижайтесь, если что не так. Я не со зла это говорю. Ну, бывает. До свидания всем. Ставьте лайки. Как София говорит, не забывайте ставить лайки, пишите комментарии. До свидания. Друзья, Дидик Хилма серия. Всем доброго времени суток. Ассаламу алейкум. Сегодня воскресенье. Сегодня я на смене. Мама в гостях. Конечно, не хотелось мне сегодня. Хотелось с ней побыть. Но работа есть работа. Покажу вам немножко. Это мужская столовая. Здесь у нас врач-терапевт, здесь наша заведующая. Тут у нас склад.
Кабинет старшей медсестры. Сегодня воскресенье, тишина. Наша столовая, где мы кушаем, медперсонал. Такие вот дела. Погода такая мрачная. Снег только в горах. Тут уже растаял. Конечно, хочется, чтобы был снег, но пока его нет. Я вам уже показывала тоже. Здесь у нас медсестер комната. Сделан у нас порядок. У нас новую арку поставили. А я запальная кварцевание. Кварцевание делаю в палатах, в которых людей нет, которые выписались. Протерку сделала, все там. Теперь буду делать кварцевание. Пост, наш пост. Вот такая вот чистая работа. В такой работе грех не работать. Я лично уважаю свою работу, ценю свой труд. И мне ни грамм не стыдно. А наоборот, я горжусь тем, что я могу помогать людям честно и еще при этом честно зарабатывать. Влажную уборку делаю, девочки. Как мне нравится запах вот эту таблетку, которую мы добавляем, раствор. Когда с ней чистишь, вообще кажется все белоснежно чисто. В палатах я уже протерла. Так. Сейчас в эту палату поставлю. Кварцевание надо включить здесь. Закрыто. Вот сон, дома чаду, бля.
И эти закрыты. Комната для молитвы. У нас тут мужчины молятся. Ну и женщинам можно, конечно. И комната отдыха. У нас девочки все молодцы. Везде порядок. Смену мы все чисто сдаем, принимаем. Здесь тоже окна протерла с утра. В этой комнате чисто. О, хотела сказать, как плохо, что нет снега. Открываю окно, и снег начался идти. Может, вам видно, не знаю. Начинается снег. Там у нас заправка. Чуть просвежить надо, пускай окно будет открытым немножко. Вот такие вот дела, девочки. О, эту комнату мы белили, я не знаю, дня 3 по несколько раз. Большая она, огромная комната. И потолок, и стены, все раза по 3, наверное. Потом эти паласы я стирала на мойке у нас. Мне уже их стыдно было вести, скажет, киса, кроме стирания паласов, ничем не занимается. Такая у нас чистая больница. Когда руководство в порядке, то везде порядок. И на работу хочется идти. Правда, бывает, я отпрашиваюсь. Ну, по каким-то делам, то за товаром нужно поехать, то еще куда-то, то в больницу с афишкой, то еще что-то. А так, работать не тяжело. В такой чистоте приятно. Наоборот, работать. Хотела полить, не влажные политые. Как в доме уютно. Не, как в санатории прям. Вот такая у нас хорошая работа. Так, пойду я теперь в 5-ю палату. Протру, а полы буду вечером мыть. У нас мы только в палатах сейчас моем, а коридорная у нас есть теперь. То раньше нам вот это все нужно было мыть. И палаты, и вот эти вот 2 коридора. Теперь у нас есть коридоры. Ну, утром я вот это мою. Где часто люди ходят, вот это вот до туалета, все это я утром мою. Просто шваброй, влажной тряпкой пройду, тут грязной нас и не бывает. Все в тапочках ходят. Утром я тут все равно просвежу, сделаю все. Палаты с вечера протру. Такие вот дела, девочки. Работать можно. Свое дело, никто тебя не трогает совершенно.
Так, в этой палате почистила. Это 5-я палата. Ну, у нас у каждого свои палаты. Мы вот полы моем везде. Вот именно генеральная уборка. Например, моя 3-я, 5-я, процедурная. Ну, я всегда в коридоре, там, где у нас этот уголок медсестер. Там тоже я протираю всегда, вытираю. В общем, такие дела. Вчера в субботу выписались люди у нас. Ну, с понедельника опять будет у нас тут завал. Сейчас людей, не знаю, по-моему, 12 человек всего в больнице. Вот. Такие вот дела. Здесь все я помыла уже. Протерла плитку, все чисто. Вот. А вечером я, хоть и не грязно, просто протру полы здесь и все. Вот такие вот дела, девочки. Девочки, у нас уже вечер. Иду я мыть полы. Туман прям на улице, вообще такой туман поднялся. Ничего не видно даже нормально. Смотрите, какой туман. Холодно. То снег срывался. Буду мыть полы. Здесь тоже у нас порядок. В каждой палате у нас отдельное ведро. Мы используем. И сейчас буду мыть полы. Все поужинали. Пошли. Azan, где еще? Процедуры даю чига. И шташлок. Я буду полы мыть. Медсестра наша работает. Вечерние процедуры у нее. Вот так. И шташлок. Хай Бог беж.